9 числа у нас состоялись якобы выборы. Вот. С этого времени все поменялось, скажем так. Мои представления о том, как работает наша система, тоже изменились. Я понял, что больше находиться небезопасно стало. 9 числа и 15 числа, по 15 число я видел все эти события, которые были, видел, как стреляли в людей, видели, как людей избивали. Надо было что-то делать, надо было как-то реагировать, и логично для меня было просто перестать кормить эту систему и выразить свой протест таким образом, чтобы покинуть место, где я живу. Так получилось, это не мое желание. И не платить просто этому режиму за то, что он будет бить людей. Это ужасно, что происходило дальше. Это ужасно, что безоружных людей, которые не хотели никаких проблем, да, они просто хотели показать свою позицию, они хотели выразить свое недовольство тем, как с ними поступили, как поступили с их голосами. Люди были на подъеме, был порядок, все было достаточно мирно, достаточно спокойно. А за этим последовало какой-то неравномерный, да, неравноценный ответ со стороны органов правоохранительных, да, которые просто-напросто стали бить людей, задерживать, вытаскивать их в автозаки. Стрельба была, у нас в Бресте тоже стреляли. Я даже протестом это назвать не могу. Это как бы не протест, это просто выражение своей позиции. Это, наверное, правильнее всего так сказать. И за то, что ты выражаешь свою позицию, тебя угнетают, тебе не дают жить на собственной земле. Это неправильно. Ну как так можно было довести до такого? Это люди, которым мы платим за нашу безопасность, а мы получаем в ответ не безопасность, а угнетение. Мы же не рабы. Мы вышли в центре города, кто-то делал какие-то там транспаранты, да? Кто-то просто выражал свою позицию. Ну и все, и хаотично людей стали хватать. Я просто не стал сопротивляться. Ну и так получилось. 15 суток мы сидели. Я уже по привычке, наверное, просыпался с утра, немного раньше, чем был обход. Там был маленький кусочек пространства, вы понимаете, камера, да. Вот, людей было много, все шконки были эти заняты. Вот. Ну, я находил местечко, делал там легкие упражнения, гимнастику свою. Потом со временем постепенно ко мне присоединился еще один парень, который там тоже был вместе со мной. Вот. Мы вдвоем вот каждый день занимались там спортом. Но, к сожалению, ситуация такова, что на сегодняшний день, вы сами понимаете, если за тобой уже приходят, значит, рано или поздно ты будешь сидеть. Поэтому я не стал дожидаться просто этого. Я уже понимал, что ищут меня не просто так. И доказывать, что ты не гусь, это бесполезно у нас, в нашей системе. Потому что вы знаете, как проходят суды. Просто надо было действовать, не было времени, чтобы анализировать, думать, переживать как-то, волноваться за это. У меня была предпринимательская деятельность, я закрыл предпринимательскую деятельность. Тоже это связано с тем, что это выражение моего протеста. Я таким образом тоже протестую, отказываюсь кормить эту систему и содержать ее за свои деньги. Если мы все перестанем кормить эту систему, то за что они будут бить нас? Прошел год, а для меня эти события, как будто это было вчера, как будто это было неделю назад. Это невозможно забыть, это невозможно выкинуть из головы. И я вижу, какое есть сопротивление внутри общества. И я понимаю, что рано или поздно это все поменяется. Я бы вышел однозначно. Зная даже, чем это чревато, чем это закончилось, какие после этого были последствия, что происходило, в
конечно, а как? Мы же люди. Мы же не рабы. Мы должны как-то проявлять свою позицию. Тут у нас некоторый инвентарь. И вот брюки, в которых я сидел. Ну, сейчас они нормально. Наверное. Ну, нет, наверное, не, великоваты еще. Но застегивал я их где-то. Вот они вот так держались. Начиная с августа месяца я начал сотрудничать с Международным комитетом о расследовании пыток в Республике Беларусь. Беседовал с людьми, именно документировал то, что происходило, как их пытали в РОВД, пытали в ВВС. Меня первый раз задержали 9 августа, сразу же в первую ночь. 3 человек выпустили, я был в их числе. Я так понял позже, что выпустили, по-видимому, людей старше 50 лет. Меня отпустили до суда. Первый суд был 28 числа, мне дали 10 суток. Второе задержание и 2 суда, это было уже в январе месяце. Меня задержали в Бобруйске, меня тут же перевезли в Гомель. Сразу после суда меня отвезли в советский РОВД, пришли сотрудники КГБ, до поздней ночи допрашивали. И когда привезли меня в ВВС, это уже, наверное, было около 3 часов ночи, я сразу написал заявление о том, что я объявляю голодовку. Спасибо Илье Миронову, нашему волонтеру, который постоянно переписывался со всеми. Он рассказал про это. Да, я со своей стороны максимально тоже усилил поддержку, то есть тоже с информированием рассказал, насколько важно поддержать человека, когда он голодает. На следующий день меня вывезли в ИВС Будокошелёва. Небольшое ИВС, в котором, например, в камерах нету даже туалета. Там ведро вместо туалета, в камерах нет воды. Вы отдаете там 2-литровую бутылку в кормушку, в окошко это, и вам назад отдают ее полную, вы из нее пьете все. Первые 8 дней я сидел один, а потом там местных алкоголиков ко мне начали подселять. Начальник ИВС, например, уговаривал меня, говорил, что если у тебя нет денег, давай ты будешь есть, но платить за это не будешь. Потом, через какое-то время мне говорили, что давай ты будешь есть, но этого никто не узнает, мы никому не скажем. Периодически вот такие попытки были. Уже последнюю неделю где-то, это уже больше 20 дней голодовки было, они оставили попытки, потому что понимали, что уже если столько продержался, то, наверное, там бесполезно дальше. Я был первые 13 суток на одной воде вообще, а через 13 суток второй суд. Они приехали из Гомеля за мной, одели наручники в жесткую сзади и в легковой машине, в общем-то, посадили фактически на эти наручники и сняли их только в здании суда. К тому времени у меня руки уже опухли. Мне на суде добавили еще 15 суток, но срок пошел с момента оглашения приговора. То есть у меня получилось 13 плюс 15, 28, а не 30 суток. И меня, опять же, заковали в наручники прямо в суде и доставили назад в Будокошелёв. Дальше уже у меня появился чай и сахар. Мне дали. И 15 суток я был с чаем и сахаром. Я не хотел уезжать. Более того, я даже когда вышел, я был против переезда. Я вижу, что люди, которые сюда уезжают, это люди, которые реально болеют за Беларусь, но мы начинаем вариться здесь в своем пузыре и, в общем-то, несколько отрываемся от той ситуации, которая есть в Беларуси. С апреля месяца я начал уже скрываться, и практически 3 месяца я не жил ни по месту прописки, ни по тому месту, где у меня проходили обыски, где меня там искали. Когда мы уговаривали Игоря, там уже за комментарии уголовные статьи были. За просто инакомыслие практически уже были уголовные статьи. То есть здесь понятно было, что никаких юридических правовых инструментов не осталось. Как уговорить? Не знаю, это был не один день и даже не одна неделя. Приехал я 1 июля, и, в общем-то, меня вытащили друзья, позвонили, сказали, что вот в 7 часов тебя там-то ждет машина. Вывезли там через лес, через болото, через речку на лодке в Киев. Домой мне нельзя.
И, скорее всего, долгое время еще. Хотелось бы, чтобы как можно скорее я увидел дочь, увидел внука. Но есть то, что есть. Я больше участвую в общественной жизни, я организую акции. Мы тут пытаемся создать несколько проектов для беженцев. Работу найти, очень тяжело. Тут свыше 35 уже не хотят говорить, а 50 плюс, это почти нереально. Что будет дальше? Я уверен, что все будет хорошо, все будет нормально. Возможно, не через 2-3 года, когда этот режим падет. В стране фашизм. В стране натуральный фашизм. Начиная с событий августовских, те заставляла, и когда приходишь на работу, чтобы подойти к инструменту, нужно было какую-то волю проявить, что ты понимаешь, что я просто не имею права это делать. Я не хочу, и не могу, и не имею права. Когда эти 3 дня были избиения после 9-го, было жутко страшно, жутко, просто невозможно смотреть, как наших сыновей или братьев, как их мучают, истязают их. Это невозможно было. Надо сказать, что до 2020 года я не интересовалась политикой. Как и многие в Беларуси, мы замыкались на своей работе, на своей семье. Какая-то параллельная жизнь у нас существовала отдельно от государства. Просто приспосабливались, как и все остальные. Переломный момент этот 9 августа, он наступил, когда еще у нас были какие-то надежды. Но когда человек говорит, что если большинство скажет, что я не устраиваю, то я уйду, то мы, как очень доверчивые люди, думали, что так возможно еще. Мы после выборов всей семьей пошли в сторону Стеллы и впервые услышали жуткие звуки разрывающихся гранат и стрельбы. Тогда уже стало понятно, что бескровной борьбы не будет. Мы участвовали во всех маршах, которые были до нашего отъезда из Беларуси. Целую неделю мы жили тем, что в воскресенье мы выйдем. Это давало какие-то силы для того, чтобы что-то делать, чем-то заниматься своими обыденными делами. Потому что в воскресенье люди выходили и понимали, что нас много, и каждый раз убеждались, что мы правы, и каждый раз это был какой-то прилив эмоциональных сил. Мы были на очередном марше, и в 6 часов вечера мы должны были уже быть на спектакле, поэтому мы прошли какой-то путь до Риги и потом вернулись в театр, чтобы выйти на работу. В антракте я опять заглядываю в интернет и вижу, что там на Орловской происходило. С теми людьми, которые рядом шли со мной, буквально час назад. И тут я поняла, что дальше я так не могу. Несколько музыкантов мы перед спектаклем договорились, встали и обратились к публике. В этот переломный момент, когда в нашей стране происходит беззаконие и несправедливость, не можем молчать. На следующий день в театре было очень много народу. Какие-то из РОВД, из КГБ, из Министерства культуры. Меня вызвали в театр, чтобы я написала объяснительную. Уже к тому моменту, когда я ее написала, мне сказали, это уже не обязательно. Вы все равно будете уволены за совершение аморального поступка, будто я какой-то криминальный элемент. Меня еще на следующий же день уволили из музыкальной школы, где я преподавала. И я поняла, что устроиться на работу нету возможности. Наши знакомые, наши друзья уже начали названивать. Кто-то предлагал в Киев, кто-то еще куда-то. В середине ноября мы уже получили подтверждение, что мы приняты на работу. И мы спокойно занимались документами до 3 декабря, когда мне позвонили из РОВД сразу с наездом на меня, почему я не явилась на беседу. Я говорю, у меня не было никакого приглашения, ни повестки, ничего не было. Он говорит, приходите, мы с вами побеседуем. Буквально через 2 часа я уже была на литовской границе.
не дожидаясь никаких бесед, потому что было понятно, что с этих бесед уже никто домой не возвращается. Всегда думаешь о тех людях, которые находятся сейчас, которые уже получили сроки, которые ждут еще судов. И думаешь, ну, надо, чтобы это быстрее закончилось, чтобы они все были на свободе. И когда мои знакомые говорят, зачем ты лезла вообще, занималась бы своей музыкой, считаю, что это уже далеко вышло за рамки политики. Есть добро и есть зло. И невозможно остаться на этой грани. Либо ты на стороне добра, либо на стороне зла. Ну, конечно, мы переживаем, что пришлось все бросить, и ты оказался вне своего дома, но тебя здесь понимают и тебя здесь поддерживают. Очень многие люди прошли через сутки. Конечно, если бы у меня не было другого выхода, но у меня вот этот мгновенный этот план, он получился, сработал, и я уехала. Ну, теперь все вот так раскидали. Дети в Польше, мы вот с супругом в Литве. Розкидав. Чым можа ганарыцца беларус у свеце? Ці сумуюць людзі па Беларусі пасля пераезду? Пры якіх умовах вернуцца на радзіму? Адкажуць ужо зараз. Дом, наверное, любому человеку там, где его семья. Мой дом там, где моя любовь. Мой дом дома, в Беларуси. То, что нас жизнь разъединила вот с детьми, вот этого не хватает, конечно. Семьи. Людей. Этим годом может гордиться. Я думаю, что так как белорусская нация себя проявила, Своими людьми. Своими людьми. прежде всего это безопасность. Новые возможности. Свобода. Нравится все. Люди, окружение, город, атмосфера, отношения. Нравится все. Здесь классно. Их уровень свободы. Что люди спокойно ходят на улице, никто не шарахается, ни от кого ничего не боится. Количество тех шагов, которые я предпринимаю для того, чтобы что-то поменять. Мне хочется больше. Отсутствие мусора. В каждой стране есть проблемы. Но это совсем не сравнимо с тем, что у нас происходит, какой беспредел. Когда режим почне шататься, я сразу вернусь. Не когда он падет, а только когда он почне шататься. Когда Светлана Тихановская станет президентом? Сейчас трудно сказать, при каких. Конечно, мы все ждем освобождения Беларуси, мы ждем свободной Беларуси. Силы и веры. Мужества и солидарности, и поддержки друзей. Много чего. Стойкости, держаться сколько можно и ждать. Потому что я знаю, что точно, что люди готовы еще. Я общаюсь, настроение людей никуда не ушло. Они ненавидят этот режим.